9 мая в городе Нижнекамске прошел парад Победы в честь 81-й годовщины Победы. День Победы напоминает нам о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю наших предков, истории героического преодоления и торжестве силы и духа. Мы безмерно благодарны поколению победителей, решительно и самоотверженно отстоявшего свободу и независимость Родины. Уроки Великой Отечественной учат нас сплоченности и единению в борьбе с современными угрозами. Мы всегда будем помнить, что подвиг 45-го года не меркнет. В чем отличие этого парада и в чем его оригинальность? Такого парада я лично никогда не видел. В этом параде участвовали все школы в разных формах: моряками, летчиками, подводниками, просто солдатами. А может быть, были несколько школ, они были в тех мундиров именно Отечественной войны. Все школы прошли. Потом пошли колледжи. Как они маршировали? Была достаточно холодная погода, был ветер, но было видно по лицам людей. Это не обязаловка, это не пропаганда какая-то, это просто вот желание. Главное, самое в этом параде – это консолидация здоровых сил общества. Все здоровые силы общества приняли участие в этом параде. Колледжи особенно подготовились. Это 7-8 колледжей. И особенно, конечно, впечатление производили женские вот эти взвода, которые проходили с таким чеканя шаг. Начало парада, это было, конечно, удивительно, что приняли участие детские сады. Детский сад 4 года, 5 лет, 6 лет. Они будущие летчики, и как они чеканили шаг. Следующий детский сад – моряки. Следующий детский сад – саперы. Военные. И так представился каждый детский сад. Здесь сыграла роль какая-то, видимо, конкуренция. Хотелось быть лучшими на этом параде. Хотелось быть лучшими в своем взводе. Впечатление огромное оставила большая колонна. Это труженики тыла. Это в тылу ковалась эта победа. Это работники заводов, сельское хозяйство, колхозники. Настолько они как-то правдоподобно прошли, настолько они вписались, вжились сердцем, душой в эти образы. Ведь это было очень сложно. Впроголодь все жили. И был девиз: все для фронта, все для победы. И нет в России ни одной семьи, которую бы не затронула эта война. Конечно, вишней на торте это была колонна кинологов. Огромная колонна, сотни собак разных пород. Это кинологи. Как они прошли. И мне кажется, эти собаки тоже чувствовали, что они на параде. Была огромная колонна всевозможных мотоциклов, самоходные машины, вся техника, которую можно собрать в нашем городе, в Нижнекамске. Поэтому парад, было много людей, был парад интересен. Ведь у всех этих детей детских садов, конечно же, пришли родители. И я думаю, что пришли все бабушки и дедушки. И вот бабушки, дедушки смотрели. А бабушки, дедушки, это же послевоенные годы они жили. И они видели, как их внуки или правнуки чеканили шаг. Летчиками, моряками, солдатами, танкистами,
Вот это было, конечно, в этом что-то было единение здоровых сил общества. Патриотические клубы дальше пошли. Был очень замечательный концерт ко Дню Победы. Татарские, русские песни. И вот в целом настроение, лица, глаза. Вы знаете, нас победить невозможно, пока у нас есть такая молодежь, пока у нас есть наставники, молодежь и детские сады, где с детского сада люди воспитываются. Главное что? Главное – это патриотизм, это любовь к родине, это ответственность. И для них не пустое слово «флаг», «отчизна», «родина». Здесь, конечно, во многом зависит от учителей, от зауч по внеклассной работе, учителя, ну, конечно же, родители. И вы знаете, это консолидация всего общества нашего. Мы должны научиться с вами говорить правду. А правда в том, что 1200 километров линии фронта и прошел взвод участников СВО, которые вернулись, и многие из них, кто-то с костылем, кто-то был ранен, кто-то с протезом. Это тоже надо было продемонстрировать. Они произвели впечатление, они не сломлены, они знают и понимают, что это было не зря, что они воевали за Родину, за нас с вами. Потом были патриотические клубы, потом, значит, у нас были труженики тыла и просто рабочие с наших заводов. Сибур, Танека, шинный завод. Вот это все слои общества. Мы все после парада вернулись в разные дома, в разные квартиры, но во время парада настроение было одно. Мы не можем не победить, и победим мы обязательно. С праздником Великой Победы в Нижнекамске!